Есть те, которые, как ты, находят себя на стороне, доказывают именно работой, знаниями, старанием, желанием. И тогда людей выдвигают. Поэтому никто тебе здесь не помогал, никто за тебя не звонил, никто никому там не просил. Потому что такие должности, такие знания по звонкам не даются. То есть ты сам всего добился, поэтому вот ты как раз как молодой парень для всех пример. Пожалуйста, кто сумел освоить, пожалуйста. В том числе и для детей, которые сегодня начинают учиться в школах. Сегодня в республике как никогда созданы условия для того, чтобы учились в современных хороших школах. Поэтому, конечно, дети максимально должны отдаваться этому, а для этого им нужно видеть перед собой ориентиры. Вот. Ты тоже в том числе ориентир для того, чтобы все-таки понимать, кто может по какой программе учиться и чего достичь. Не обязательно там физики, там, не обязательно там, в гуманитарных науках, технически вообще там всему в жизни. Поэтому Умбар Колхол, я сказал, в первую очередь, конечно, это родители, которые вложили, ты и вообще вся семья, мотивированные, принципиальные, честные. Поэтому Умбар Колхол, я сказал, ну, то, что ты находишь время, заходить, там, общаться, тоже больше. Барко, очень приятно, что вы нашли время встретиться, пригласили. Вот. Приятно, что и в республике все развивается. Вот. Я надеюсь, что и в области науки, образования мои знания, опыт какой-то окажутся востребованными. Я могу, так сказать, ну, по мере своих возможностей, не только для страны, там, если как, хоть и громко это сказано, что-то делать, но и для родной республики. Вот, так что я всегда готов всем, чем могу помочь. Марком, Вот. Планы сделать все возможное, чтобы в России состоялся научно-технологический рывок, развитие. Вот. Есть стратегия, есть намечен план мероприятий, как добиться этого. И сейчас очень важно за теми шагами, которые намечены, не потерять суть, не, так сказать, не свалиться в формальное исполнение, так сказать, поручений, а действительно сделать сутевое наполнение, сутевое изменение структуры организации науки, выбора приоритетных тематик, реализации проектов и так далее. Вот. Ну, я, соответственно, какое-то участие в этом принимаю, и мои планы добиваться вот этой основной цели. Что вы пожелаете ребятам, которые сейчас обучаются? Ну, понятное дело, что учиться, вот, без знаний тяжело чего-то добиться в жизни. Ну и, наверное, какие-то ориентиры нужны. Вот я бы посоветовал нашим ребятам ориентироваться больше на IT-технологии. Сейчас достаточно много направлений очень перспективных. Это не просто чистое программирование, это еще и машинное обучение, то есть работа в области искусственного интеллекта. Сейчас набирает обороты технология блокчейн. И сейчас в мире это очень популярная и только зарождающаяся технология. В России она практически не развита, только-только начинает. Поэтому здесь есть все шансы занять какие-то такие позиции хорошие, будучи на переднем крае этого направления.